Ежегодно в России от рака умирают 300 тысяч человек. Это 820 человек в день или 35 человек каждый час. Как бороться с тяжелым недугом, обсуждают специалисты в области онкологии из разных городов страны. Всех объединяет одна цель. Если не искоренить болезнь, то хотя бы сократить уровень смертности. Из года в год количество больных с онкологическим заболеванием, безусловно, растет. Как правило, больные обращаются уже на 3-4 стадии заболевания. Меньше мы встречаем больных с 1-2 стадии заболевания. С начала года в республиканском онкодиспансере провели более 800 операций. Однако добиться ощутимых результатов пока не удалось. В Чеченской республике зарегистрировано 14 тысяч онкобольных. Ежегодно рак выявляется еще у 2000 человек. Здесь отмечают, появление высокотехнологичной интегрированной операционной позволит свести к минимуму вмешательства в организм и проводить операции с использованием микрохирургических инструментов. Очень важным является отработка техники, поэтому мы здесь, и мы чувствуем поддержку руководителя республики. В онкодиспансере появилась новая аппаратура, есть стремление к новому, появились интегрированные операционные, которые являются одними из современнейших сейчас в онкологии. И наш опыт подсказывает, что эти операции имеют право даже на большую жизнь, чем открытые большие операции. Вопросы профилактики и лечения онкозаболеваний на особом контроле главы Чечни. Благодаря этому в республиканском онкодиспансере появилось высокотехнологичное оборудование, что позволило его сотрудникам активнее взаимодействовать со своими московскими коллегами. Врачи регулярно проходят стажировки в ведущих медучреждениях страны, в том числе и в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Многие больные в случае необходимости госпитализируются и получают свое лечение в институте имени Герцена. У нас уже установились очень хорошие взаимоотношения. И на сегодняшний день в институте проводится подготовка наших кадров молодых. Первую операцию на новом оборудовании чеченские онкологи провели совместно с коллегами из Москвы. Благодаря прямой трансляции за происходящим смогли наблюдать врачи и студенты. Конференция продлится 2 дня. За это время планируется провести около 10 высокотехнологичных операций. Седа Сапарова, Даниил Хавхаров. Новости.